Глава Коми выступил с обращением к жителям республики. Город Дона-Йортис. Добрый вечер, уважаемые жители республики. Поскольку год идет к завершению, практически заканчиваются работы по ремонту, реконструкции дорог, мостов. Сегодня расскажу, что было сделано за этот год по ремонту дорог, мостовых сооружений и какие планы на ближайшую трехлетку. В этом году мы увеличили объемы вложений в дорожную отрасль. Предусмотрено порядка было 6 миллиардов рублей. И самое главное, что уже на наши просьбы начали отвечать федеральное правительство. Из резервного фонда правительства Российской Федерации в этом году было выделено 583 миллиона как раз на дорожное строительство. И нам сейчас удается выполнить все обязательства, взятые перед Российской Федерацией, потому что деньги поступили достаточно поздно, и мы должны были успеть реализовать с тем, чтобы подтвердить задел на следующие годы, опять же, именно из федерального бюджета. И если говорить, что у нас в планах на следующие годы, вот на следующую трехлетку, мы запланировали более 17 миллиардов рублей в целом на дорожную отрасль. Ну, на самом деле цифры говорят сами за себя, и сегодня нам нужно очень серьезно думать, какими силами мы будем выполнять эти объемы, потому что дорожную отрасль нужно снова воссоздать с тем, чтобы такие объемы наши дорожники могли действительно осваивать. И на сегодня все министерства, в том числе и Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, защищают госпрограммы перед депутатами Государственного совета. С одной стороны, это идет отчет за этот год, а с другой стороны, это защита как раз госпрограмм на следующую трехлетку, поскольку в ноябре, на ноябрьской сессии Госсовета, мы как раз будем принимать бюджет на трехлетний период. И очень важно, чтобы депутаты были готовы к тому, за что они будут голосовать. И об эпидобстановке. За сутки мы опять выросли, у нас зафиксировано 314 новых случаев заболевания коронавирусом. Напомню, что вчера это было 305 случаев. И, как я всегда вам сейчас рассказываю, сколько же среди заболевших было вакцинированных. Так вот, среди 314 человек вновь выявленных у нас вакцинированных 11 человек. Из них у 6 человек легкое течение на амбулаторном режиме, 5 человек госпитализированы, но все время говорю, что мы смотрим не по количеству госпитализированных среди вакцинированных, а в конце концов смотрим, чем закончилось лечение. Вот, как правило, я уже говорю вам, все время привожу статистику, что лечение у вакцинированных заканчивается либо на амбулаторном этапе, либо даже если это госпитализация, это средне-тяжелое течение. К сожалению, что не скажешь по умершим, у нас за сутки умерло 9 человек, из них вакцинированный был только 1 человек, но опять же это человек преклонного возраста и с очень большим букетом хронических заболеваний. Ну, в общем, самое тяжелое – это аритмия у этого человека и хроническая ишемическая болезнь, что, в общем, не позволило ему перенести тяжелое течение ковида, и, к сожалению, человек скончался. При этом общее число умерших от ковида за весь период у нас нарастает, и на сегодняшний день эта цифра уже 1937 человек, что, безусловно, снова говорит о том, что, конечно, нужно прививаться. И я сразу скажу о количестве вакцинированных, а потом вернусь к развернутым и к занятым койкам.
Так вот, вакцинацию у нас на сегодняшний день закончило 271 552 человека, за что вам огромное спасибо, уважаемые жители республики. Остаток у нас достаточно большой, более 145 тысяч доз вакцины. И по развернутым койкам у нас на сегодняшний день мы понимаем, что каждый день дополнительно у нас идет рост заболевших, что потребует, естественно, дополнительных коек. Мы на сегодняшний день развернули дополнительно 93 койки и развернуто сейчас 2602 койки. Снова повторяю, что само по себе развернутые койки, это дополнительные средства из бюджета. Кроме того, у нас действительно есть очень серьезные проблемы по обеспечению кислородом. Не потому, что у нас в республике, а в целом по России. Поэтому, конечно, мы сейчас, разворачивая койки, мы сразу понимаем, что это будет достаточно большой сложности в обеспечении, в первую очередь, кислородом. Но, тем не менее, на это работает и Минздрав, и Министерство экономики и промышленности. В общем, такая очень большая работа с тем, чтобы обеспечить действительно бесперебойное снабжение кислородом, чтобы, не дай бог, у нас люди, которые кислородозависимые, в стационаре не остались без кислорода. По занятым койкам на сегодняшний день это 2098 занятых коек. Мы снова выровняли вот этот 20% разрыв между развернутыми и занятыми койками. Но, повторяю, сегодня мы уже на пределе по койкам, которые можно разворачивать именно в первую очередь из-за обеспечения, в первую очередь, кислородом. Поэтому, конечно, уважаемые жители республики, нужно обязательно вакцинироваться, нужно обязательно соблюдать режим безопасности, это маски, это перчатки, это, конечно, избегать при необходимости не посещать людные, такие общественные места, чтобы исключить заражение и заболевания. На сегодня это вся информация. Берегите себя, берегите детей. Я снова и снова повторяю, что дети, к сожалению, тоже болеют. Думаю, что все-таки вот эти антиковидные каникулы, о которых я вам рассказывал, по которым я сегодня подписал указ с 30 октября по 7 ноября, все-таки дадут нам возможность снизить уровень заболеваемости, и мы остановимся все-таки в росте. Это сегодня для нас всех очень важно. Всего вам самого доброго, до следующей встречи.